Екен, Кадырбек Онапар, Дуслар. Здесь Буречь, Дунок-Унос, Гажаной Шлёс. Добрый день, дорогие участники и гости 10-го федерального праздника Сабантуй. Уважаемые высокие гости, уважаемый Рустам Нургалиевич, позвольте от имени руководства республики, от себя лично, тепло и сердечно поприветствовать вас на гостеприимной удмуртской земле. На днях в программе «Прямая линия» с президентом Удмуртии меня спросили, а как чувствуют себя татары в нашей республике? Я честно и искренне ответил, как все национальности, проживающие у нас, чувствуют себя как дома. Так было и будет всегда, потому что наши предки оставили нам самое дорогое наследство – умение жить в мире и согласии. Мы в республике не только дорожим этим наследством, но и приумножаем его. Продолжением этих добрых традиций стали десятки детских садов и школ Удмуртии, в которых дети изучают татарский язык и литературу. 20 мечетей и молельных домов. Чтобы татарский язык оставался в Удмуртии живым и развивающимся, чтобы крепла связь татар с исторической родиной, на татарском языке выходит газета и 5 телевизионных и радиопрограмм. А Сабантуй, который празднуется татарами Удмуртии с незапамятных времен, с 1991 года стал республиканским государственным праздником. Все это результат конструктивных отношений, налаженных нами с татарской общественностью и с руководством региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской республики. Наша государственная национальная политика четко ориентирована на создание равных и максимально благоприятных условий для представителей всех национальностей. Для этого уже 16 лет работают Министерство национальной политики Удмуртии и недавно открытый Дом дружбы народов, ставший родным домом для 30 национально-культурных объединений республики. Жители нашей республики благодарны Исполнительному комитету Всемирного конгресса татар за инициативу проведения федерального Сабантуя в столице нашей республики, городе Ижевске.